Я наутро проснулся в деревне звездой. Вообще. За мной начали бегать девчонки, которые на меня внимания не обращали. Да? У тебя глаза меняются, когда такой вопрос задаешь. Они становятся, наконец-то, умными. Я делаю только жене, говорю. А кто ты тогда? I'm headliner. А если меня приглашают провести свадьбу в Барагонцах, я тамада. Может быть, вам ведущего покрасивее все-таки? Все-таки в 90-х годах, разные свадьбы были. И с перестрелкой. И я проводил мероприятия во время угона собственной машины. Ты, Газизова, Якубович. Ты решил вот это вспомнить, да? Появилась куча родственников. Их не было. Сейчас вообще куча родственников. Все меня там, когда я маленький был, оказывается, на руках таскали. Всем привет, это подкаст Амары Стоп, и сегодня мы записываем подкаст с топовым ведущим города Якутска Дмитрием Ядрихинским. Привет. Дима, привет. Привет. Расскажи, как ты пришел к тому, чтобы стать ведущим? Во-первых, спасибо, Мика, что пригласил. Я специально готовился, потому что я смотрел твои прежние выпуски. Ты вообще опасный чел, оказывается. Потому что я думал, ты такой ровный, немногословный видеограф, там на мероприятиях встречаемся, да? А там, оказывается, загоняешь в тупик там своих респондентов, они там даже матерятся, я слышал. Поэтому я сегодня базар фильтровать буду и вообще с опаской к тебе отношусь уже. Если по твоему вопросу, я... конечно, давно начал. А профессионально, то есть за оплату, я начал с 2003 года. Значит, 21 год. Это превратилось уже в мою профессию. Я занимался только этим и занимаюсь только этим. А до этого ты же вел, я читал где-то то, что ты вел до 2003 года. Да, вел. Там за пирожки, там за бутылку водки, там, за картошку, за спасибо. Раньше ведь вели праздники, просто назначали. Ты будешь ведущим. Все. И не обсуждалось, ничего не оговаривалось, что там получаешь от них и так далее. Это была не работа. В каждой деревне в Якутской был человек, который проводил праздники всем. Не только праздники. От похорон до дня рождения, до юбилеев. Был свой тамада в каждом селе. Я был, наверное, такой. А ты с города был или с Нет, села? я парень деревенский, я родом из Намцев, там вырос. Поэтому. Но я учился в деревне в русской школе. В русской школе. Это, конечно, мне очень помогло в дальнейшем в учебе, в вузе, в общении вообще в других городах и в моей выбранной нынешней профессии. Это тоже очень помогает говорить по-русски хорошо, по-якутски хорошо. Это мой козырь. А ты по-якутски хорошо говоришь? А ты помнишь свой первый заказ? Это был не заказ, это была просьба. Да, это мой однокурсник, мой друг, мы дружим до сих пор. Его зовут Сергей, и он женился на своей любимой девушке. И перед этим меня, как самого словоохотливого друга, КВНщика, выскочки, если надо, он попросил провести один стол. Тогда было только 2 стола, проводили первый стол, второй. И второй стол я проводил. Первый раз в жизни. Был студентом. И как это получилось? Помнишь что-то? Как начал и до сих пор закончить не могу. Видимо, успешно. Я всегда, в общем-то, с детства умел друзей развеселить, какой-то анекдот рассказать. Всегда... Душа компании. Да, душа компании. Всегда подшучивал над кем-то. Иногда за это получал. В общем, был всегда в центре внимания. Это точно. Вот так. А первый заказ за деньги? Это тоже подразделяется. Первый заказ за деньги – это сплошной облом. То есть я проводил и говорили: ой, Дима, хорошо так провел, в понедельник приходи за оплатой. И наступал понедельник, вторник, среда, напоминать было неудобно. И я как-то так начинал, в общем. А кто-то платил. Оплата тут не получилось. Нет, конечно. Хочу сказать, живя в деревне, когда я свою деятельность перевел на платную основу, представляешь, за 6 месяцев я накопил на первую свою иномарку.
А, да? Вот так. Ничего Представляешь? себе. Оказывается, так можно было. И какую машину взял? Ну, это Nissan Laurel черного цвета, 93-го года выпуска. Я на утро проснулся в деревне звездой. Вообще. За мной начали бегать девчонки, которые на меня внимания не обращали. Да? Я приезжал на деревенскую дискотеку, нам вообще, это кто со мной поедет кататься. Это было очень приятно. Сколько это были твои первые гонорары? Помнишь? Ну, кажется, даже помню. Ну, давай так. Если бы по сегодняшним меркам, да, по сегодняшним деньгам, по сегодняшним среднестатистическим зарплатам, наверное, я работал где-то за, наверное, 5 тысяч, наверное, как-то так. 5, 4 тысячи, 3 тысячи. И то, кто оплатит, а кто не. Не было принято подходить и спрашивать оплату. Вот. Глазами встретишься с заказчиком, тогда он к тебе неизбежно идет и расстается своими деньгами. А в основном они глаза отводили и так и уходили домой. Вот так. А сейчас сколько? Как ведущего ценник? Да, я ожидал этот вопрос, да. Вот в отличие от других ведущих, я скрывать не буду. Это примерно за мероприятие, в среднем 30 тысяч чисто. Это гонорар, это затраты твоей подготовки, твоего ведения, составления сценарного плана. 30-35 тысяч, иногда 25 тысяч, иногда 40 тысяч, в пределах этого. И в среднем в Якутске ведущие, получают так же. Я не скажу, что я самый дорогой там, вот так. У тебя сначала было основной деятельностью проводить свадьбы или всегда по-разному? Там юбилеи, все такое? Конечно, свадьба. Конечно, свадьба. Юбилеи, они не сразу доверяются ведущему, особенно молодому. Любой юбиляр, это, как правило, хотя бы 50 лет ему исполняется, да. Принято юбилеем считать, кстати, 50-летний возраст, да. И, конечно, юбиляр хочет доверить проведение праздника все-таки смысловому ведущему, у которого есть какой-то жизненный опыт. И тогда он только доверяется. Конечно, это вряд ли мне могли доверить, когда мне было 20-25 лет. Вот, поэтому сначала были свадьбы. А ты когда перебрался в город? Вот в 2003 году и перебрался. Сразу? Да, и я иногда клеил объявления, да, вот отрывные, помнишь, на остановках? Вот, и сидел у домашнего телефона, вот так ждал. И, представляешь, 2 раза в месяц он звонил. Вот. А если серьезно, я перебрался в Якутск из-за того, что я был востребован уже в Якутске, живя в деревне, в Намцах. Меня привозили, услышав, что там есть такой-то ведущий, который одинаково ведет на русском и на якутском, меня привозили в Якутск. Возле Жатая меня переодевали. В машине переодевали, давали хороший костюм. Я вместе с заказчиком приезжал в Якутск, проводил все. Потом меня везли обратно в Намцы. В Жатае у меня одежду отбирали. И в чем я был, вот до Намца довозили. И это стало так часто повторяться, что я подумал перебираться в Якутск, и здесь я остался, как говорится. А тебе что больше всего нравится проводить? Свадьбы или юбилеи, или корпоративы? Знаешь, вот душевно проводятся, все-таки комфортно проводятся юбилеи. Да, они немного спокойнее. Вот. Люди, гости всегда тактичнее, всегда. Там практически не бывает непредвиденных сложных ситуаций, которые приходится расхлебывать, технических каких-то провалов или поведение гостя, да, неадекватное. Корпоратив – это абсолютно непредсказуемое мероприятие. Тут можно, говорят же, да, за 5 часов корпоратива о коллеге можно узнать больше, чем за 5 лет совместной работы. Это корпоратив. Свадьба, это, конечно, внешне выглядит очень красиво. Это всегда, много огней, все светлое, все так прямо заряжено положительно, да. А внутри, ты сам знаешь, за кулисами это мощная подготовка, много тонкостей, много недопустимых всяких каких-то вещей, которые ты должен учитывать. Естественно, на кону самые нежные чувства невесты, и это приходится всегда контролировать. Самое сложное – это свадьбы. Проще юбилеи, вообще там корпоративы это так, сходу. Когда ты понял, что ты стал одним из лучших? Так, вообще я боюсь этого эпитета, да. Один из лучших еще нормально, да. Вот. Но я понял это, наверное, где-то в 2003 году приехал, а в 2000
в шестом, седьмом, восьмом я начал это понимать. Потому что телефон вообще не умолкал. Вообще не умолкал. Домашний. Ну, смотри, тут палка о двух концах. Город маленький, и ты можешь за полгода, как говорится, почти у всех жителей города побывать. И поэтому приходится надоедать гостям, повторяться. Приходится иногда смотреть фотографии, во что ты был одет. Да? Я один из самых честных ведущих, и скажу откровенно, да. Иногда в лицо говорят: Дима, пожалуйста, только без повторов. Вот. Надо все-таки давать себе оценку трезвую, да, быть объективным, чтобы вот на лбу главное, чтобы звезды не было. Звезды выручают зрители, гости, но не ты сам себе. Вот. А востребованным одним из самых таких я, конечно, вот, в 2007, 2008, 2010 годах, наверное. 15 год, может, захватил. Понятно. А ты тогда не можешь сказать, когда ты стал лучшим? Так, вот какой-то опрос был, я не помню. Эта статуэтка даже у меня хранится. Статуэтка есть? Я даже не помню, на каком мероприятии мне его вручили, но там написано «Лучший ведущий то ли города, то ли республики». Это, я, честно говоря, может быть, по-стариковски, я стесняюсь, когда мне так говорят. Вот. Это правда. Один из опытных, другое дело. Видел твой комментарий на предыдущий выпуск с Бориславом в запрещенной социальной сети в России Инстаграм. Объясни значение слова «тамада» и «ведущий». Так, вообще, с перевода, наверное, все знают, все копались в справочниках и так далее. Это, видимо, от грузинского слова, да, тамадоба. То есть старейшина на празднике, человек, который говорил, наверное, первое слово. Вот, а потом в простонародье, вообще в народе, да, вот, среди нас, дворовых людей, и на селе, и в Советском Союзе ведущий праздника назывался тамада. Тамада, да. Стесняются нынешние ведущие называться тамадой, чтобы не пахло вот этим советским, чтобы не уподобляться дядькам с гармошкой. Они словом «я ведущий» или «я шоумен», они наводят лоск на себя. Да? Дай им волю, они будут говорить «I'm headliner», или что-нибудь там «speaker», да? «event master», как угодно. Западные слова очень часто применяют в нашей индустрии. Вот. Тамада есть. Мы же не называем водителя драйвером, да? Он шофер, так же, да? Поэтому ведущий, если он ведет частный праздник, он тамада. Вот. А шоумен, я считаю, он ведет именно шоу, концерты, представления. Ведущий может быть... Ведущий парада, может быть, ведущий на радио, телевидении, может быть. А кто ты тогда? Шоумен? Или тамада, или ведущий? Кем ты себя считаешь? Я себя считаю тамадой. Тамада, мне не обидно. Вообще это слово, я начинаю выбирать тамада я или шоумен, или ведущий, когда это нужно для какой-то рекламы. Если это презентабельное такое мероприятие, то я, естественно, шоумен. Да? Ага. А если меня приглашают провести свадьбу в Барагонцах, я тамада. Вот так. Ты видел предыдущие выпуски с ведущими, и ты был удивлен, что тебя не было в списке топов у них? Знаешь, я вообще привык к тому, да, что все-таки возраст есть возраст, да, и я абсолютно нормально отношусь, что на глянцевых обложках, афиши, билборды, их украшают лицами молодых, привлекательных ведущих и артистов. Это совершенно нормально. Вот. В каком контексте я могу обидеться? Я могу обидеться, когда меня не пригласили на какую-то тусовку.
да, какой-то свадебной индустрии или праздничной индустрии, я же там должен быть хотя бы как эксперт, да, как сторонний наблюдатель. Многие меня приглашают на такие мероприятия для того, чтобы все-таки имидж мероприятия был, ну, на уровне. У них есть вот такой вот мэтр, да. Вот. Я знал, что ты когда-нибудь ко мне обратишься. Я просто ждал, когда же закончатся молодые ведущие. Ждал и дождался. Я даже не подумал, да, вот могу я к тебе прийти, не могу я. Я с Мика позвонил все-таки, а оказывается, он со мной все-таки считается. Надо идти. Я у тебя. Видишь как? Назови свой список топовых ведущих на данный момент. Ой, ну давай так, ага. Опять же, давай среди свадебников. Да, свадебных, имею в виду. Среди свадебных ведущих я не только вижу, а еще и слышу, да, что на первом месте, скорее всего, это Саид Григорьев. Он ко мне тоже очень хорошо относится. Мы, по-моему, там парочку мероприятий вместе вели. Вы вместе вели, да? Да, вместе вели, вот тандемом. Отличный такой парень, очень культурный, да, умеет зажигать. Я его, думаю, ну, все со мной согласятся, наверное, большинство согласятся, что он номер один. Далее идет уже второе, третье место, уже непонятно, да. Юрасик есть такой, да, ну, все его знают. Борислав тоже где-то, ну, второе, третье место, как-то они делятся. Но есть ведущие, которые на голову выше их, всех этих названных товарищей. Кто? Своим интеллектом, да, шиком, тонким проведения. Есть такой не афиширующий себя Алексей Жирков. Знаю, конечно. Это умный ведущий. Он шутит просто английский юмор, да, вот. Он просто прямо чувствует публику, настороже, у него мозг находится. Но вот такие вот ведущие есть. И если бы мне дали, скажем так, если бы я хотел, чтобы ведущий развлек толпу, например, моей дочери и так далее, я бы пригласил Саида, Юрасика, Борислава, Сашу Нестерова, да, замечательные же ведущие. Ну а если на кону, ну скажем так, имидж моей семьи, моей фирмы, если у меня гости приехали из-за пределов республики, но тут уже, парни, извините, я позову других. А за все время назовешь вот топ за все время, то, что ты вел, не считая себя? Нет, конечно. Вообще, ты знаешь, вот вообще суперзвезда, вообще кто начал и был самым известным ведущим, это все-таки Клим Федоров. Клим Федоров. Многие сейчас Клима Федорова вспоминают чуть ли не как ветерана войны, там чуть ли не предпенсионного возраста, да. Но этот человек, ну, там мега мозг, мега шутки, мега харизма. Вот он начинал почти в одного. Держал всю Якутию, как говорится, да, в своих ежовых рукавицах. А до него были еще Иван Герасимович Васильев, Алгыс Уйбан. Это же топовые ведущие. Это вообще вот не ровня нынешним ведущим и мне. Потому что они только словарным запасом, только шутками, да, могли вывести любое мероприятие, без призов, без конкурсов и так далее. Ну, а вот эти молодые ребята-то, ну, сам видел, наверное, конкурсы. Это выстраивают тост-конкурс, тост-конкурс, тост-конкурс. Вот и вся свадьба, вот и весь сценарий. А кто на третьем месте тогда? На третьем месте, да? Так, на третьем месте, вот я не хочу говорить, потому что я с ним в плохих отношениях, но он точно на третьем месте. Ага, Мика, прости меня, ага. Но этим я говорю, что я объективно сужу. Я человека этого не люблю, но он хороший ведущий. Вот так. Ну и, конечно, все-таки еще одного человека добавлю, да, который приезжает, уезжает, его звезда загорается, а потом он уезжает. Но это наш любимый Саметей, горячий южный парень. Все так местные тамады, ведущие так радуются, когда он обратно уезжает. Наконец-то укатил к себе домой, работы стало побольше. У вас с ним самая сильная конкуренция была или нет? С Саметеем? Да. У нас тандем, наоборот. Тандем? Да, мы делили... У вас никогда не было конкуренции? Нет. Честно скажу, мы с ним дружим. Мы вообще
город делили как два положенца. Он всю русскую часть на себя берет, и не только русскую, а и иностранную часть, да. А я вот сахалары, якутов, багнайдары, людей непонятной национальности, это мое. И вот мы вдвоем как-то делили. Друг другу передавали заказы, если не можем, и так далее. Ну и часто мы тандемом. И вот скоро тоже тандемом проведем. Вот я, кстати, хотел спросить, ты ведешь в тандеме? Тебе удобно проводить в тандеме? Я всегда считал, что проводить вдвоем – это интересно для зрителя. Интересно для зрителя. Вообще, в идеале, свадьбу должны вести два человека. Первую часть, вторую часть, да, вот так делились. Или вдвоем вместе. Вот вдвоем вместе, Да. мне интересно. Это очень интересно, когда все-таки две личности как бы и конкурируют, и дружат, да, тут полемика, зал делить удобно на две команды и так далее. А одного ведущего в основном берут, ну, что греха таить, из экономических соображений. Одного нанять дешевле, чем двух. А с кем тебе удобнее всего было работать в паре? Ну, я повторюсь, что это, конечно, с Сэмом. Мы с ним прямо чувствуем, брови поведет, значит, надо делать то. А я посмотрю, он затыкается. Прямо так. Вот чувствуем, да, на подсознательном уровне. Ну и с Саидом замечательно работали, и с другими тоже артистами. Ты чувствовал когда-нибудь конкуренцию? А я и сейчас ее ощущаю, Сейчас да. чувствуешь? Знаешь, это здорово, когда есть конкуренция, да, когда у заказчика есть выбор. Вот в WhatsApp-группе ведущих все говорят, держите цену, держите гонорар, прямо чтоб они от безысходности нас всех за 35, за 40 тысяч брали, да. Знаешь, классно, когда есть конкуренция, есть за 15 тысяч, есть за 20, есть за 100 тысяч ведущие, да. Должен быть выбор. Пусть так. И я вообще за то, чтобы эта индустрия у нас развивалась, была бы, ну, на таком уровне, как в Казахстане, как в Татарстане, как на Кавказе. Это же там крутейшие вот ведущие и шоумены точно там. А они работают очень круто, как будто с телевизора сошли. То ли у них харизма такая, то ли артистичность, то ли они подготовлены так, но они ведут мега круто. Вот, и поэтому пусть у нас тоже такого же уровня будет. Пусть конкурируют, пусть рождается качество. А в Москве ведущие, как тебе, я тут слышу, то, что много слышал, то, что вот в Центральной России, то, что ведущие почти не ведут, или это неправда? Но там тоже есть, конечно, уникальные товарищи, да. Мне доводилось бывать на мероприятиях и в других регионах, и я проводил, и был в гостях, и был, ну, и наблюдал. Там, ну, скажем так, менталитет везде разный. Там в основном ведут гораздо проще. Гораздо проще. Много конкурсов проводят, да, вот конкурсы, переодевания, немножко острые шутки, это там, да, потому что народ к этому привык, и он нормально воспринимает. У нас в регионе или на Кавказе, ну, попробуй-ка пошути со старшим, со стариком, да, или поставь его в неловкое положение ради смеха, это не прокатит. И все-таки вот поэтому уровень качества проведения, да, он как-то выше в национальных округах или республиках. Как-то там, ну, прямо так вышкалено все, круто прямо поставлено. А в средней полосе России, ну, чуть попроще. Там как? Либо просто, либо офигеть как круто. Вот так. Был ли год какой-нибудь, когда ты не чувствовал конкуренции, вообще ощущал себя, то, что заказы так и прут, и прут, и прут? Вот как я переехал с 2003 года, да, до 2009 года я тут один метелил, считай. Были друзья, были другие ведущие и так далее, да, но я точно был топ, да, 3-4 мероприятия в неделю. Самое маленькое. Я вот так и работал. Многие-многие годы я так проработал. А с таким графиком не устал, не офигел? Но, знаешь, эта работа мне нравится. Мне очень нравится проводить праздники. Сейчас это зашло очень глубоко, потому что я расширился. Я работаю не один, в составе своего же агентства, своего предприятия. Вот. В нашей компании штатно работает 9 человек. Поэтому мне не надоело работать. Хорошо. Вот так. Самое крупное мероприятие, которое ты проводил за всю свою карьеру? Самое крупное, ну, оно, конечно, местечково крупное, да. Проводил мероприятия здесь, в городе Якутске. Это различные концерты на стадионе, да, там сколько, 5 тысяч, 15 тысяч зрителей.
Как-то так. На площадях часто 3-4-5 тысяч людей собирается. Ну, это нормально. Ну, где-то 15, наверное, все вместе. Ну, а если считать спартакиады республиканские цехи, ну, наверное, и побольше народу было. Как-то так. Мика, извини, ты не спросил меня, наоборот, наименьшее количество гостей мероприятия. Наименьшее количество. Я хотел похвастаться. Давай. Я проводил банкет, где было 4 человека. 4 человека. Муж с женой и я ведущий. Между ними вот так, как рефери. Вот. Ну, в общем, пара принимала пару откуда-то, ну, оттуда, с запада. Ага. И почему-то местная пара решила, что должен быть ведущий, какой-то посредник между ними. Они заказали вип-комнату в ресторане и пригласили меня с аппаратурой, там, с артистами. И вот я вел. Но я же парень коммуникабельный. Я понял, что нужно вести без микрофона. Я блоками работал. Заходил к ним в вип-комнату, рассказывал о Якутии, о том, о сём, о блюдах, о себе. Немножко прикалывался. Чуть-чуть вот какой-то конкурс среди вот этих 4 и оставлял их на минут 20 спокойно посидеть. Я долго держал пальму первенства по меньшему количеству. 4 человека. Я гордился, писал везде там в Инстаграме, в WhatsApp. Вот у меня такой рекорд. Пока мой рекорд не побила еще одна ведущая, Света Павлова. Она проводила банкет, Мика, из 2 человек. Из 2. Ведущий на 2 человека. Вот так. А что там было? Я не знаю, она не рассказывает. Ну, в общем, довольная приехала. Богатая. Света, извини. Ты говорил, вот, что проводил за пределами республики мероприятия. Наверное, много их проводил, да? Нет, не так много. Ну, в год раза 2 приходится такое делать. Я проводил мероприятия, ну, естественно, в Москве, да. Проводил в Хабаровске. Там было представительское мероприятие с участием глав регионов. Самый меньший чин там был мэр города Хабаровска. Ага, вот, это было ответственное мероприятие. И прикинь, Мика, я опоздал на самолет. Да, я проспал самолет, и мне позвонили с Хабаровска, спросили спецсредства: Дмитрий, вы почему не на борту? В общем, я опоздал, и представляешь, для того, чтобы все это состоялось, ну, сейчас об этом говорить можно, это же давно было, да? Я полетел на каком-то запасном самолете. Реально, Ту-154, да, старый лайнер. И я, наверное, вот, ну, единственный из нашей сферы, я летел один на борту авиалайнера, как Киркоров летел. А проводил также мероприятие, в Красноярске проводил, да, в Красноярске аж 2 раза. Последний раз вот в мае этого года. Такие приглашения поступают, и это не всегда якутяне. Ну, в основном якутяне, люди, которые меня видели здесь. Но иногда бывает, что по рекомендации. Такое тоже бывает. Вообще круто. Да. А за границу звали? Было. Я не смог поехать в Таиланд по приглашению. Вау, а там что, свадьба? Да, свадьба. Я не смог поехать в Казахстан из-за графика. В Германию не смог поехать. Там Ничего себе. художник должен был выставлять свои произведения. Вот. Но это из-за того, что у меня были договора уже с местными заказчиками. Ты не мог их бросить. Нарушать их нельзя, конечно. Вот так. А так хотел бы ты, да? Ну, конечно. Прикинь, да, сфотаться в Берлине и сказать: я мероприятие провожу, отдыхайте. Все еще впереди. Ну, надеюсь. Вот. Самый крутой подарок от виновников торжества, который ты получил? Который я получал? Личный такой. Ну, знаешь, может, чуть-чуть перечислю просто, да? Прямо, вспомнил. 16 тонн цемента. Причем этот человек дарил мне 2 раза по 16 тонн цемента. Представляешь? Сначала 1 раз подарил. 16 тонн цемента, чтобы ты представлял, это 1 полуприцеп КАМАЗ. 16 тонн. Вот. Прошло столько-то лет, у него следующий юбилей, и он говорит: я Тамаде дарю
моему тамаде микрофон говорит, 16 тонн цемента. Я чуть собственный завод не открыл. И что сделал с цементом? Ну, первый КамАЗ я подарил другу, он дом строился. Второй КамАЗ я так еще не забрал пока. Ну да, он мне, я хочу, могу тебе подарить, если надо. Потом поговорим. А так, конечно, дарили якутские ножи, какие-то, даже микрофон дарили, путевку дарили. Ну, много таких. А самый ценный тогда для тебя какой ты выделишь? Прям так в душу, который впал. Так, ну, есть у меня запонки. Да, они памятные, потому что это, ну, скажем так, легендарные люди мне подарили. Да, это даже не украшение, не аксессуар для повседневного ношения. Просто посмотрю, о, мне подарил вот этот человек. Есть якутский нож с личной гравировкой одного человека, который мне, представляешь, он для мероприятия, для сотен, по-моему, людей приготовил 12 ножей только. И один нож предназначался мне. Представляешь, там такие люди, мне аж неловко было. Но этот подарок у меня очень бережно хранится. Я всем рассказываю историю этого подарка. Круто. Да. А имена не будем говорить? Ну, не будем говорить. Хорошо. Какие свадьбы тебе сложнее проводить? Те свадьбы, которые контролирует невеста. Почему? Но потому что невеста — это всегда каприз, да. Это часто, ну, непонимание реальной ситуации во время проведения. Да, вот я хочу вот так, и все, да. Например, я хочу, чтобы музыка звучала только моя любимая, да. Вот мои хиты, пусть они только крутятся, да, а остальные гости, ну, не понимают эту музыку и так далее. Те свадьбы, которые контролируют невеста, это самые сложные. Вот, ну, так, остальные более-менее. А самый ужасный заказ? Вспомнишь такой? Самый, может, самый экстремальный? Давай самый экстремальный. Короче, позвали ведущим на свадьбу, я приехал, свадьба, оказывается, на том берегу реки должна быть, да? И гостей прямо сажали на паром, в том числе и меня, и на пароме вот так несколько рейсов перевозили в свадебный двор, и началось наводнение. Короче, всю деревню эту затопила вода, речная, ну, река Лена, да? И только этот двор на возвышенности свадебный, вот нетронутый, да? Реально, что ли? Реально, вот говорят же, с корабля на бал, да? Наш паром приходит, трап кладет, и ты сразу на свадьбу заходишь. Ни один гость не смог уйти со свадьбы. В 10 вечера первый стол начался. В 10 вечера первый стол. Где-то в 5 утра закончился. Ну, экстремальная свадьба была. Ну, а все-таки в 90-х годах, ну, разные свадьбы были. И с перестрелкой, и, ну, там разные же товарищи были в те времена, да? Там меня и разные люди там подтягивали. Они же тоже влюбляются. Ага, вот. Ну, там... Ну, тогда, в те годы, в 90-е годы, это считалось нормальным. А отношение тогда какое было к ведущим? Такое же, как сейчас? Ну, нет, конечно, да. Все-таки раньше немножко больше было понебратства. Да. Ну, парень, давай, вот так, да. Братан, давай жги, еще часа 3, давай, бесплатно. И так далее, да. А сейчас это все-таки это какое-то соглашение, какой-то договор. Даже рамки договора есть, да. Да. Ага, сейчас более интеллигентные, скажем так, ровненько взаимоотношения. Ну, а тогда вот чисто на эмоциях были. Вот так. А примерно с какого времени это начало меняться? Ну, где-то, наверное, с 2012 года, что ли, уже там просили заполнить квитанцию об оплате, да, что я им гарантирую, сценарный план вот напечатанный и так далее. Вот уже как-то так, ну, цивилизованнее стало. Сравни свадьбы 20 лет назад и сейчас. Что именно осталось? Что осталось? Да. Я остался. Нормальный ответ, да? Ага. Но, кстати, ведущий должен уметь вот так отвечать. Да, тут же. Да, мозг должен быстро работать. Осталось что? Ну, во-первых, все-таки это внимание к меню. Свадьба начинается с оформления и меню. Да? И хоть 40 лет назад, хоть сейчас хозяева праздника обеспокоены, будет ли приятно гостям покушать вот это, сытыми останутся или нет.
И вот это вот внимание к меню осталось, раз. Второе, это оформление. Ну, раньше картонка, шарики, сейчас вон какие мощные фирмы, да. Значит, оформление осталось. Еще музыка, конечно, музыка. Ну и, естественно, все-таки доброжелательное отношение гостей и там, и тут все-таки. Мой любимый вопрос к ведущим. Как вы настраиваетесь, когда проснулись в плохом настроении или вообще плохие дни идут какие-то? Как настраиваешься на мероприятие? Но я вообще в этом плане очень ответственный человек, да. Ни один человек не должен догадаться, что у тебя произошло дома, Да. или в офисе, или с тобой лично, да. Как я настраиваюсь? Я себя вот как раз так и подстегиваю, что я не имею права провести, даже среднее не имею права провести. Должно быть проведено отлично просто. Между хорошо и отлично или отлично. Хорошо, говорят, хорошо провел. Но значит, ты хреново на самом деле провел. Да? Поэтому прямо я начинаю воображать себе, а если бы вот к моей дочери пришел бы ее ведущий на свадьбу, да, и вот с кислой рожей сидел бы вместе со своим диджеем унылым, да, и это меня как волшебный пендель под зад. Это меня прям подбрасывает. И я проводил мероприятие во время угона собственной машины. Да, угнали машину, но провожу. Звонят из дома, полностью затопило квартиру, уничтожив все. Но я провожу. Перед выходом залило мой концертный костюм. Кто прикасался, только те знали, что у меня костюм мокрый на самом деле, да? Ага. Ну и были личные какие-то передряги и так далее, но никто никогда просто не должен догадаться. Вот это отличительная черта профессионала. Тебе люди доверили единственный день. 6 часов только тебе дается на любовь, на гостеприимство, на то, чтобы всем понравилось все. И нет тут места для твоего личного. Да, конечно. А вот, кстати, про угон автомобиля, это же во время мероприятия угнали? Да. А как это было? Ага, нормально. Начался перерыв. Выхожу, машина без сигналки была. Выхожу, я еще подумал, я машину не переставил или что. Подхожу, а там битое стекло. Боковое стекло разбили и уехали. И я не знаю, что делать, да. Думал, какие-то соболезнования получить от заказчиков. К ним подхожу, говорю, а у меня машину угнали. И их папа такой, второй стол во сколько начинаем? Вот так, понял, да? Ага. Это, лет 12 назад, может, ага. У меня машину угоняли 2 раза. Да. 2 раза еще? А 3-й раз не смогли угнать. Разные машины. Угоняют, сжигают. Разные. Может, фанаты. Не нашел, что ли? Не. Ага. И вот такие вот дела. И, а что, надо работать. А я знаю, что многие ведущие тоже так же вот молодцы, держатся. Мне лично Дима, вот как мне настроиться, прямо спрашивает, да у меня дома такое вот произошло. Мы же все люди. И я вот тогда помогаю советами. Чуть ли не психологом становлюсь. Круто, молодец. Да. За всю карьеру вот свою наверняка был момент, когда хотелось все бросить и заняться чем-то другим. Что тебя останавливало? Так, например, вот так. Любому творческому человеку когда-нибудь надоедает вот это делать и хочется передых. Да. Так ведь, да? Был такой смешной случай. Сижу у себя в офисе, что-то там печатаю, сценарный план. И вдруг заходит Виктор Лефу. Это же мегазвезда в индустрии объективов, да? Он заходит, я подумал, боже мой, такой известный фотограф, режиссер, кинематографист, зашел, видимо, по творческому вопросу, а у него огромная багажная сумка. И знаешь, он что спрашивает? Не хочешь купить пирожки? Пирожки ходит, продает. Я, конечно, офигел. У такого знаменитого человека купил половину его пирожков. Он говорит, мне так надоело, я хочу, говорит, неделю отдохнуть. Вот чем угодно заняться, только вот не творчеством. И у меня, конечно, тоже пресыщение такое много раз было. Я чувствовал, что я уже повторяю. Мне был противен свой голос уже. Где-то на месяц я вообще даже завязал, так скажем. Это несколько раз так было. Вот, да? Вот, да.
Ну, продолжим. Ага. Ну, У на нас сва- тот цвет ушел. На свадьбах тоже такое. И вот, но сами же люди меня возвращали к моему же творчеству. Дмитрий, надо провести. Ну и потом мои коллеги тоже меня. Давай, ты что? Теперь я помогаю таким же коллегам, которые находятся иногда в депрессивном состоянии. Ну, это обычное явление. Понятное явление. Ток-шоу «Мастер». Как образовалось? Расскажи подробно о команде, вот, Так, обо всем. мы первично действительно взяли себе бренд название «Ток-шоу Мастер». Это было очень давно. Вот, даже я еще ИПшником не был, да, я сам себя называл, представляете, я ток-шоу мастер. Когда вот еще не придумали слово ведущий, шоумен, да, я ток-шоу мастер. Ага. Хотел, видимо, по молодости тоже от слова тамада открепиться. И вот это название осталось, как-то закрепилось за нашей фирмой. Ток-шоу мастер, ток-шоу мастер. Но буквально года 2 назад мы сделали для себя внутренний ребрендинг, и теперь ток убрали, шоу-мастер, потому что... Поэтому, да, там в запрещенной сети так называется. Да. Ага. Да. Вот, работаю я не один, работаю в составе нормальной такой классной команды, 9 человек работают, или 10, 9 человек. Вот там 2 звукооператора, у нас есть даже свой фонограммщик, есть у нас организатор-координатор собственный. Это люди, которые работают только в нашей фирме. Вот, и нас 9 человек. Есть свой инженер есть, потому что часто приходится и с электросетями, с какими-то коммуникациями работать и так далее. И работать в команде — это круто, это классно. А что вы, какие заказы берете, кроме свадеб, например? Свадьба, юбилей — это как параллельно, да, юбилеи. Мы берем также обслуживание концертов, различных презентаций, спортивные состязания, чемпионаты по хапсагаю, конечно, национальный праздник СЭХ, да, там, где нужен громкий звук, профессиональное звучание, хороший свет, концертная сцена или что-то подобное. Вот, Экран, да? Да, экраны. И сейчас у нас 2, еще может, купим. Вот, укрупняемся. Но тут, Мика, самое главное, да, мы пытаемся со всем своим вот этим техническим барахлом, большой технической базой, да, быть доступным простому обывателю. Вот никто в городе Якутске не даст соврать, да, что все-таки это я и моя фирма были зачинателями инициативы качественное обслуживание за доступные деньги. Все мы знаем и любим компанию АВЭ. Это бренд, это наши кумиры, наши звезды. Но в силу того, что это большое предприятие, их нанять могут не все. Там суммы большие, объемы большие берутся. Может заказать либо город, либо предприятие, либо очень богатый человек. А все остальные люди, завидуем же, смотрим, мы же тоже хотим такую свадьбу, такое освещение, такой звук, чтобы грандиозно было. И вот мы накупили кучу вещей, и теперь оказываем за доступные деньги. Немножко напрячься, и у тебя будет праздник лакшери. Вот примерно так. И не хотим поднимать цены, мы хотим быть с народом. Это наш основной заказчик. Правильно. Круто. Вот. А тебе что больше нравится, организация мероприятий или быть ведущим? Так, конечно, быть ведущим — это здорово. Стоять в лучах софитах. Сколько лет я был, да, и сейчас мне нравится быть... с детства мне нравится быть в центре внимания. Да, когда аплодируют. Я пытаюсь все компенсировать своими шутками, своим хорошим проведением. Да. Ведущим мне очень нравится быть, а быть организатором — это азартно. Это круто, это сложный проект, это бабосики, да, которые должны упасть, если ты хорошо проведешь, да, это возможность куда-то улететь, вот, поэтому, скажем так, тут душа, тут мани-мани. А что сложного в работе организации? Самое сложное? Так, организовать, да, мероприятие. Самое сложное, конечно, все направления, звук, свет, кухня, артисты, место, зал, фото, видео, и вас, да, скоординировать, и как диспетчерский пульт,
чтобы все работали гармонично, чтобы это не было такого, вот Мика отвечает только за это, Ваня отвечает только за это, мы же делаем один проект. Вот ты когда приезжаешь снимать на свадьбу, да, мы всегда думаем, вот надо поставить освещение главного стола, чтобы когда Мика снимает, у невесты не было здесь теней и так далее. Приедут оформители, Барасаттар, им надо розетку все-таки здесь приготовить. Вот о многих мы. А с другими организаторами работаете? Очень часто. Я вообще за то, чтобы были коллаборации, обмен опытом. Мы не жадничаем. Если мы не можем, ребята подтвердят, кто нас смотрит, да, мы подтягиваем других. Ага, там, хоть Сергею, там, кому-то звоним, там, конкурентам, как ты выражаешься, звоним, да, помогите, не можем осилить, или у нас нет такого экрана, да, или, я иногда говорю, может быть, вам ведущего покрасивее все-таки, да, вы все-таки моду будете объявлять, да, и сам советую другого же ведущего, прикинь, хотя я мог бы запросто забрать эти деньги себе, я за коллаборацию, я за сотрудничество такое, и много якаю сегодня, но вот так и есть. Я первый из тамадов ведущих, который собрал праздничную индустрию в одном банкетном зале для праздника. А, да? Да. Это когда было? Это в Белых ночах много лет назад, и там познакомились все. Наконец-то. Русские не знали до этого, что есть ведущие якуты, а якуты не знали никого из ведущих, ну, из русской публики. И вот я эту всех собрал, и я просто представлял. Познакомьтесь, это Ваня, знакомьтесь, это Толя, знакомьтесь, это Маша, вот так. И все вставали вот так. Я Ира, я оформитель, да, я Коля, я алкоголик. Вот, ну, все представились, познакомились, и мне так просто вот душа радуется. Я вижу, что они там общаются. Там Нюргун звонит там, например, Олесе или кому-нибудь, да, там подгони мне артистов, кто-то в микрофон спрашивает у этого. В общем, очень общаются в этих WhatsApp-группах, в других вот соцсетях. Мне это нравится. Пусть общаются, пусть это все развивается. А раньше они не дружили, да? О, нет. Каждый в своей кастрюле. Сейчас тоже есть такие, которые дальше своих двух колонок, да, мир не видят. Даже вот в соцсети посмотришь, только их работа везде, только их работа. А где же вот смежные залы, а где работа тандемом, а где их присутствие на чужом мероприятии? Вот. И обычно такие люди обособленные, они влюблены в себя. Они себя чувствуют уже экспертами в этом деле, ну, шедеврально типа работают, да? Вот. А я считаю, что когда человек возгордился собой и замкнулся только в себе, ну, это начало конца вообще. Надо развиваться. Мы часто вот и плагиатим, повторяемся, да. Молодые ведущие подтвердят, что шутки ходовые, здесь якутские, многие придуманы мной. Да, когда-то с моих уст это слетело, я почувствовал, что это понравилось людям, шутил, а потом переняли. Очень много такого, очень много. Но они даже не знают, что это я придумал. Я работал с одним ведущим, который младше меня, да, на мероприятии, и он шутит, и он, оказывается, не знает. Да. А мой диджей, да, звукооператор, он знает, и он сидел и, ага. Он еще классно я пошутил, да? Я говорю, да, здорово. Но это нормально. Хорошее же должно перениматься. Да? Нельзя перенимать плохое, а хорошее пусть. Я вот прихожу на твои свадьбы, там, банкеты, и вот слышал шутки те же, которые шутил ты, и всегда смешно, по-новому как-то даешь это. А вот новые шутки ты обновляешь как-то? Да, но одна шутка нечаянная получилась позавчера. Ну, тут люди же даже матерятся, да? Да. Ну, в общем, я начал вести юбилей, и классно это получалось, да? Русская женщина, 50 лет ей исполнилось, и узкая компания, узкий круг, человек 30, доску свои. И ей так прямо нравилось, что происходит, как я веду. Она перехватывала микрофон, что-то комментировала, и вдруг сказала, говорит, Дима, пожалуйста, подари призы вот этим двум моим подружкам, потому что они меня первыми поздравили. Сделай им что-нибудь приятное. Ну, что-нибудь сделай. Я говорю, я делаю только жене, говорю.
Ну, как-то это вот вылетело, народ на секунду замолк, потом как, поняли? Ага. А, Мика, шутки у меня получается, потому что их я сам придумываю. Да, это же мои, я же их чувствую. Вот. Вот так. А вот ты проводил мастер-классы для ведущих? Прямо так с приглашением нет. А почему не Ну, проводишь? просили. Вот. Наверное, чтоб не подумали, что я себе там лейбл преподавателя приклеил себе. Вот я хоть и выскочка, да, но когда нужно, я скромный. Скорее всего, я, наверное, стесняюсь там выйти как преподаватель и так далее, да. Они, все мои советы даются в личке. Куча вопросов. Но море вопросов от многих ведущих. Дима, Дима, тут такая ситуация. Родители в разводе, свадьба. Пришел там настоящий папа на праздник и так далее. Ну, разные вопросы. И, конечно, я очень быстро пытаюсь вот их ситуацию разрулить, посоветовать и так далее. Вот мастер-класс лично могу дать. В своем подкасте Саша Нестеров сказал, что тебе писал. Многие прочитали сообщение, но не ответили. А кто-то вообще не прочитал. На тот момент я помню, кому писал. Диме Идрахинскому писал. И не дождался ответа. Ну, может быть, это обычное явление, да, все-таки он мне тоже редко отвечает так-то. Когда он только начинал. Просто, сам знаешь, WhatsApp-группа это у нормального человека, да, вот, можно посмотреть, что люди писали 2 часа назад. А у нас же прямо онлайн, вот так строчка движется вниз, и ты можешь упустить. Вот. В основном я пытаюсь отвечать, конечно, но мог и упустить. Саша, прости, братан. Кстати, о преподавании. Ты работал преподавателем? Да, я учитель физики. В школе преподавал, в Намцах. Да? Прикинь. Удивил. Ну, я же шоумен, да. Учитель, он должен быть классным шоуменом, должен быть. Я успешно работал, потому что я свой предмет преподавал детям интересно. Это не просто учебник, а у нас были лабораторные занятия. Все наглядно. Почему вода кипит, почему вот это плавится, почему тухнет огонь. И все прямо это мы поджигали, взрывали, кипятили, что-то там вставили. Детям было очень интересно. Да, ну, я же был и молодой, там 25-26 лет. И, конечно, из ненавистной физики у детей вот сложилось о физике очень хорошее впечатление, наверное, в связи со мной во многом. Сейчас иногда встречаю выпускников, они здороваются. Круто. Но... А когда не скучал об этом? Да, честно сказать, нет. Честно сказать, нет, потому что меня вот эта стихия, в которой я сейчас, мне она очень комфортна и нравится. А кем ты сейчас себя ощущаешь? Ведущим или бизнесменом? Сейчас все-таки больше ведущим. Все-таки пока больше ведущим. Вообще у меня такая задача была, да, свою фирму открепить от своего имени. Даже у нас в соцсетях это раздельно ведется, где моя жизнь, где чисто вот, услуги по технике и так далее. Потому что я не хочу, чтобы она была привязана ко мне, чтобы это работало независимо. Может, я завяжу скорее, может, возьму, улечу, жить буду в другой стране или где-нибудь, да. Я хочу, чтобы эта фирма существовала вне зависимо от моего имени. И сейчас я себя считаю ведущим, у которого есть обязанности, организации больших мероприятий. А где ты сейчас живешь? В Петербурге? Да, представляешь, вот, с сентября прошлого года так получилось. Улетел в Питер, там я остался, сюда приезжаю наездами на мероприятие. На сезон? Вот. Нет, дней на 10. Я 8 числа, вот через несколько дней улечу, 18 прилечу. Я в воздухе живу очень много. А там не проводишь мероприятия? Там предлагали, представляешь, предлагали 2 раза, почему-то сразу крупные мероприятия. Да? Ага, потому что один из продюсеров тамошних, да, он нечаянно в Якутске подсмотрел, как мы работаем. И ему понравилось? Да, ему очень понравилось, и вдруг сходу всплыл с жару. Там предложил на стадионную работу, у меня было связано с перелетами.
Я должен был лететь в Якутск, к сожалению, пришлось отказать. Ну, почему бы там не провести, да, что-нибудь, засветиться? Хотя там выходцы из Якутии есть, для них тоже можно проводить. Ты проведешь? Ну, я думаю, я хочу лайтово, я там хочу жить, а не работать. Все, понял. Да, работа здесь, а там я хочу жить. Отдыхать. Я там гуляю, ресторан, музей и так далее. Кто лучший сотрудник шоу-мастер? О, ну, скажем так, самый опытный у нас Коля. Николай Николаев. Человек, который в основном следит за звуком, за звуковым оборудованием, но он шарит во всем. Хоть LED-экран, хоть свет, программирование светоэффектов, экрана на компьютере. Это, конечно, он самый опытный, с этим у нас никто не спорит. Вот, но он у нас такой. А не будем говорить худший, назовем, кто самый непослушный, наверное. Или неответственный. Ну, знаешь, не то, что неответственный. Разный характер же, да. Есть, например, у нас всегда веселый есть, да, и поэтому всегда веселый человек иногда что-нибудь забывает. У нас такой Петечка. Петя у нас есть. Человек, который на ходу делает видеоконтенты. На ходу. Так даже на телевидении, наверное, быстро не делают, как он это делает. Круто делает. Многие думают, что это заготовлено давно, а ты его заказчик попросил 3 минуты назад, да? Вот он так работает. Но он такой, да, ура, едем, ага. Через 10 минут, а куда едем? Вот. Он тоже один из лучших, но такой весельчак, забываха. Ты возил свою команду в Египет за свой счет? Да. Ничего себе, круто. Ну, повезло твоей команде. Не только. Мы были в Израиле, в Палестине, да, к сожалению, там сейчас вон какая обстановка. А нынче мы в этом году наша команда, ну, за свой счет, да, в Санкт-Петербург. 8 дней у них там были новогодние каникулы, проживание, авиабилеты, там, питание. Вот у нас там был банкет небольшой, Рождество мы там встречали, да. Вот, это еще не все. Я хочу, чтобы это было чаще. Да, надо. Ты заботишься Мика, о своей команде. Да, я забочусь. И, Мика, надо уметь расставаться с любимыми деньгами. Уметь расставаться. Деньги должны приносить кайф, физический кайф. Понимаешь, я должен ощутить приятный массаж. Я должен ощутить, как вкусный коктейль заливается в мою глотку, да. Я хочу жить на эти деньги нормально, да, а не в сундучке где-то хранить, и все, их подсчитывая. А тем более это очень нравится моей команде. Кроме зарплаты и такой страшной работы, пусть у них развлечения тоже будут. Это же молодые люди, они нигде не были, да, многие. И вот когда они летают, конечно, у них впечатление. Вот наблюдать за их эмоциями, это круто. Повезло им с тобой. Ну да. Вот они об этом, оказывается, переговариваются. Не всегда, оказывается, меня матерят. Вот. И в дальнейшем мы тоже хотим. Они мне даже говорили, вот, когда выйдет подкаст с Димой. Да? Да. Я говорю, я собираюсь записать. Опасные товарищи. Они это, когда я улетаю в Санкт-Петербург, они, когда вернешься? Я говорю, ой, я надолго поехал. А сами такие радостные остаются. Босс уехал. Вот ты говоришь, что ты живешь в Санкт-Петербурге, а кто тогда тут отвечает за все? Ну, есть, слава богу, вот с прошлого года в нашей компании работает организатор-координатор, по совместительству уже и администратор нашего агентства, нашей компании, Анжелика. Ты ее знаешь, да. Анжелика Колесова. Привет. Привет, Анжелика. Да, и вот все вот организации мероприятий, там упорядочение по графику, общение с нашими клиентами, что подготовить, какое оформление должно быть, какой концепция мероприятия, вот этим всем занимается она. Мы взяли уже к себе на работу готового специалиста. Она работала в одном из лучших банкетных залов нашего города. И, конечно, все хотели ее заполучить. Вот. Но нам это удалось сделать. Да? Как удалось? Ну, создав хорошие условия для работы. Это все-таки достойная зарплата. Это простор для творческой работы.
чтобы человек не чувствовал над собой меч, наказующий, там, наказующий плеть и так далее, да. Вот, и мы это предоставили, плюс хорошее общение. Вот, и она с удовольствием вся в работе, это вообще наш энерджайзер, электровеник, автоледи, вот так по городу, по Якутску летает, по Якутии, да. Вот, в Красноярск ездила, она организовала там юбилей под ключ. Ничего себе, да? Под ключ. Под ключ. Круто. От стенда схема рассадки гостей до меню тамошних фотографов, видеографов, да? Нифига себе. Вот. Ну, это, конечно, опытный человек может только сделать. И, конечно, мы очень ценим ее, дорожим. Надо удерживать всеми силами, чтобы человек работал в нашей фирме. Успешно начинаем работать. Анжелика крутая. Ну, она крутая, да. Кто, на твой взгляд, самый важный подрядчик в мероприятии? Например, на свадьбе? Для молодожен. Ну, во-первых, это все-таки тамада. Ведущий. Да. Потому что свадьба бывает в худшем случае, да, не в худшем, а в исключительном случае дома даже, да. Все-таки это ведущий. Пусть не будет микрофона, пусть не будет оформления, пусть это будет какая-то палатка или во дворе скамейка, стол, да, с едой. Ведущий. Неважно, профессионал или сосед, но ведущий – это первый человек. Второе, ну, по нынешним тенденциям, давай пойдем, да. Второе, это все-таки фотограф. Не видеограф, фотограф. Это так исторически сложилось. Фотографы появились раньше, чем кинематографисты. Да? Поэтому фотограф. Потом, это кулинария, еда, это само собой. Это даже вперед ведущего. Потом оформление уже. Оформление. Любой человек, который приглашает на праздник себе гостей, в банкетном зале он оформляет или дома хотя бы шарики повесит. Значит, оформление после фотографа и видеографа идет. Мне так кажется. И на последнем месте Барахсаттар. Артисты. Ну, они так. Аниматоры. Вот. Это уже, ну так, ну, это, скажем так, уже тюнинг. Можно с ними, можно и без них. Самый большой чек за мероприятие, который ты получал? Самый большой чек. Ой, сложный вопрос. Ну, скажем так, на один из чеков я купил маме земельный участок. Ничего себе. Да, за одно мероприятие. Ну, скажем так, в рублях говорить не буду, но вот так. Это давно было, так-то, 10 лет назад. Я мог позволить себе купить маме, ну, например, земельный участок под строительство дома. Вот, как-то так. А какой год самый прибыльный был? Когда страна жила ровно, когда был мир на земле, это когда Егор Афанасьевич Борисов был главой, я считаю, наша республика и наш город жили размеренной жизнью, спокойной жизнью. Люди только начали ездить за границу, покупать машины, квартиры начали, якуты покупать квартиры в Якутске начали. Это же вообще нонсенс, да? И тогда были очень хорошие заработки у всех. Я помню, что у нас даже это, ну, мы, конечно, не ласковый май, у которых там КАМАЗами деньги, да, но я помню, в офисном столе везде были деньги. Любой из знакомых заходил там: Дима, 50 штук займи мне там часа на 3, потом тебе там занесу или завтра. Бери. Как-то вот так было. Мы могли запросто с моим другом, саксофонистом Дмитрием Павловым, вот сидеть, чай пить, полетели в Китай и улетали в Китай, да, по 10 тысяч баксов в карманах, и вот так хорошо жилось. Вообще праздники – это отражение жизни. Чем хуже живет страна или в худших условиях, тем беднее праздники или количество праздников меньше. Это же от настроения людей, это индикатор. Наверное, все мы ощутили, когда была пандемия,
Ага, праздники тормознули, потому что это опасность была, страна, мир так жил. Ну и хочу сказать в связи с пандемией. Дорогие артисты, дорогие ведущие, тамады или кто вы там, фотографы, видеографы, знайте свое место. Вы не первые в этой жизни. Оказалось, что без вас жить можно. Жить нельзя без хлеба и одежды. А вы так. Ну, скажем так, сервис. Ага. А то некоторые артисты возомнили себя звездами, да? И думают, без них люди жить не могут. Не так. Ценности совсем другие. А в тот прибыльный год сколько ты заработал? Ты посчитал? Ты в налоговой не подрабатываешь. У тебя глаза меняются, когда такой вопрос задаешь. Они становятся, наконец-то, умными. Шучу. Но я просто не могу вспомнить в рублях это, да. Просто могу вот покупательскую способность сказать, да, что, ну, я мог покупать каждый год машину. Неплохую машину мог себе позволить купить. Мог семье и себе позволить 3 раза в год ездить за границу. Вот так. Ну, наверное, многие так жили. А где хранил деньги? Начинается. Точно в налоговой. Точно в налоговой работает. Но деньги, к сожалению, хранились не у меня. Да, мы же мужики, своим женщинам деньги отдаем как зарплату, да. Там 1 час деньги подержал, больше нет. Вот так. А ты где хранишь? На карточке. На карточке. Дима, у тебя есть корона? Корона? Да. Прикинь, есть. Откуда она? А мне подарили на мой юбилей. Она картонная, это была какая-то сценка, приготовленная гостями, в которой я должен был как юбиляр участвовать. И прикинь, меня короновали, понял? Причем короновали натурально. Одели корону на меня. И еще не... О, Господи. Не просто корону, а мне еще мантию одели. Вот бывает же, да, вот мантия, да, вот такой шлейф. Еще ее вот одели. Вот 1,5 лет меня короновали. Ну, как-то, слушай, понравилось. Да, как-то немножко нимб засветился на мгновение. А ее где хранишь? Ой, ее в стеклянном шкафу хранится. Всякий мусор, старые эти вещи, старые предметы выбрасываю, да, сувениры и так далее. Корону тоже в мусорный мешок. Пусть останется. На всякий случай. Ты, Газизова, Якубович, Лотерея, Я знаю. НВК. Ты решил вот это вспомнить, да? Там много было комментариев. Открывайте, Отсиделась, доставайте. Lexus 570. Ну, я, Лиза Газизова и Якубович. Троица это образовалась, ну, по желанию, по замыслу режиссера, конечно, да. И просто я устал объяснять, что там, конечно, никакого обмана на самом деле не было. Такой цели не преследуется. Просто неудачно стояли камеры. Я даже сейчас не знаю, удачно у вас они стоят или нет. И вот почему-то режиссер нечаянно включил камеру, которая была направлена со спины, и там не было видно, что делается с лототроном и так далее. И, естественно, большинство проигравших, это 99% зрителей, да, которые проиграли, да, они, естественно, возненавидели Едрихинского, естественно, возненавидели нашу Лизу Газизову, ну, естественно, Якубовича. Да. Якубович еще легко отделался, он-то уехал, а мы-то остались. Вот. Ну и это даже вот такой вот режиссерский облом я превратил в свой плюс. Да, ты когда суперприз. Когда разыгрываю суперприз, я там отжигаю вот так. Ну, я просто не видел, вот, чтобы ты в соцсетях отвечал вот на это. Нет, я отвечал, я да? боролся до Талова тоже. Ну, как могу. У меня просто подписчиков не так много было, может быть. Как, Лиза Газизовой, в которую влюблена вся Якутия, да, там сотни тысяч подписчиков. У меня так гораздо меньше. И, конечно, война, наверное, ее война была жарче, кровопролитнее, нежели моя.
А мне тоже, конечно, было неприятно, когда мне там в магазине, да, вот ты вот обманщик, а вот шулер, а куда девали крузак, небось твой дядя выиграл, да, и так далее. Вот. Ну, надо, знаешь, себя тоже вот беречь, да, и немножко отстраниться. Ну, люди так подумали по ошибке, ну, что теперь? Ну, вот сейчас как раз ты объяснил вот людям. Да, каждому уже не объяснишь, правда? Это же годы уйдут. Ну. Я вот видел шортс в Ютубе, популярный такой твой. В свое время меня выгнали из музыкальной школы из-за того, что якобы у меня отсутствует слух. Недавно заходил в эту музыкальную школу, я там на доске почета. Где ты говорил, что тебя в музыкальную школу не включили. Это прикол или... Нет, это правда. Правда? Да. Расскажи, Короче, про там сделали такие условия, чтобы я ушел из музыкальной школы. Но, видимо, я никаких надежд не подавал. Хотя слух-то у меня есть. Но я довольно музыкальный человек. Да, ты поешь. Ага, и вот недавно выяснилось, что я там на хорошем счету, оказывается, в этой музыкальной школе. Потом еще несколько школ, вообще общеобразовательных школ, да, ошибочно считают, что я их выпускник. Ага. Ну, видимо, там мелькал, вот, и думают, что я их выпускник. Но это, в общем-то, на самом деле, нормальная сторона медали известного человека, медийного человека, да, когда все-таки любой хочет быть причастен к твоему успеху. Да. И не надо тут искать истину. Ну, раз так, пусть так. Вот у меня сейчас появилась куча родственников. Их не было. Сейчас вообще куча родственников. Все меня там, когда я маленький был, оказывается, на руках таскали. У всех я там с ложечки-то ел, оказывается, да. Прямо столько дядь, теть у меня, столько братьев, сестер еще. А раньше родней не было совсем. Тут совсем мало было. Ну, пусть будет так. Надо быть благороднее. А где ты научился петь? Я всегда умел петь, по-моему. Да, я всегда, когда слушал музыку в школе, я подпевал. Когда в школе учился, я пел в вокально-инструментальном ансамбле при нашем классе. Пел под гитару в университете, ну и так далее. Всегда с музыкой рядом. Музыка с тобой? Да, всегда. Я же в школе диджеем был. Да? Да. Ничего себе. Это от отца моего пошло, он был близок к технике, инженер, наладчик кинематографической техники. Прикинь, он в Калининграде учился, не хухры-мухры, и он привил меня любовь к технике, к музыке и так далее. Круто. Ты занимался чем-то другим, кроме ведущего и преподавания? Во взрослой жизни, да? Ну, немногие знают, перед тобой сидит главный инженер якутского гранильного завода Туймада Даймонд. Алмазы, бриллианты. Представляешь, я там работал инженером. Я все-таки по первому образованию инженер-геофизик, то есть человек, который все-таки шарит в минералогии, в камнях и так далее, да. И я был привлечен к этой работе, и какое-то время даже там работал. А так я работал на пилораме, я работал в студенческие годы грузчиком в доме торговли, кем только я не работал. На радио работал, ну, много клубной работал. Вот так. Понятно. Если бы ты начал свой путь заново, что бы ты изменил? Что бы я изменил? Я бы, наверное, стал ИПшником чуть пораньше. Так. Я бы, наверное, не сотрудничал с людьми, на которых я потратил очень много времени впустую, которые и подводили меня, бывало, да. Ушли от тебя? Нет, ну, бывает же производственная необязательность человека, недисциплинированность. Может, на них не тратил бы время много. Вот. А я вообще доволен своим творчеством, вообще-то. Пусть в основном так и было бы. Хорошо. Мне нравится все. Круто. Чем ты больше всего гордишься в жизни? Так, я горжусь тем, что я шарю в своей теме, тем, что умею конструктивно выражать свои мысли, тем, что быстро могу находить контакт с другими людьми, с иностранцами даже, тем, что хоть и поверхностно знаю иностранный язык. Какие языки? Ну, чуть-чуть английский все-таки могу изъясняться, и часто бывает, что когда мероприятия международные, то в Якутске не так много ведущих, которые ведут и на русском, и на английском. Я горжусь тем, что
моя мама обеспечена, да, моей лаской, моими финансами и заботой. Это главное. Да, я горжусь, что я, наверное, единственный, может быть, ИПшник, отличник культуры Республики Саха-Якутия. Ничего Да. себе. Отличником культуры становится, работая только в театре, в госслужбах, в муниципалитетах и так далее. Там ходатайство идет. А меня народ сделал отличником культуры. И мне Когда получил? это было, по-моему, лет 5 назад. Министр культуры прямо вручал прилюдно при огромном скоплении народу. Это было очень приятно, потому что я настоящий отличник. Отлично работал и работаю, чтобы стать отличником. Это не, скажем, не по истечению лет мне вручили. Вот через 15 лет работы он должен получить, а я это просто горбом. И ни хрен кто отнимет. Это очень ценное для меня звание. Поздравляю, хоть через 5 лет. Ну, и то приятно, знаешь. Вот чтоб ты знал. Ты слетал в Кыргызстан вот недавно, да? И Да. что там делали? Вы с Эмитеем там были, Да. я видел. Но это мой друг много раз приглашал, да. Приезжай ко мне, приезжай ко мне. В основном, наверное, так, ну, для виду. Говорят, только приезжай в гости, говорят же, да, зная, что не приедет. А тут-то хренушки, ага. Я говорю, хочешь приеду? Он, ой, когда? Ты собрался ко мне? Точно? Какого вылетаешь? Мы к нему вылетели. Очень хорошо встретил. Но Кыргызстан просто меня влюбил в себя. Своей природой, своей чистотой в городах даже, да, гостеприимством. Ну, там прямо такое азиатское гостеприимство, знаешь. Когда Саметей незнакомым мне людям там говорил, это мой гость из Якутии, у них отношение ко мне сразу менялось. Чай горячий, да, в чайхане, там поздороваться, сразу образовывалась свободная юрта среди всех занятых юрт, да. Все, открыты двери, очень, очень гостеприимный народ. Вот. Жаль, что многие, например, о кыргызах, да, думают на уровне местных строек, каких-то киосков, там, чебуречных и так далее. Это не так. Сюда ведь приехали люди не от хорошей жизни, в поисках работы, денег, заработка приехали. А там у себя это народ с древней красивой культурой, с национальными традициями, которые они не потеряли. И вот, к сожалению, да, пусть наши не обижаются, мы вспоминаем, что мы саха на эсэфе. Да, вот прямо сахабагай болакала. А это у них в повседневной жизни это. Я там на пляже просто проходил мимо пацанов, подростков, и им сказал салам алейкум, да, они встали. Встали, все, кто сидел на пляже, лежал на пляже, они встали, когда старший с ними здоровается. Ты знаешь, Уважение к старшим. Да. не знают меня, видят, что я иностранец, но они встают. Это меня, ну так, я сам вырос в своих же глазах. И мне так очень хочется, чтобы мы, может быть, даже подражая, что ли, потянули собственную культуру. Да. Лучшее надо перенимать. Не надо стыдиться этого. Конечно. Мне очень Кыргызстан понравился. И расскажи немного о своей личной жизни. Моя личная жизнь, это же вообще сериал, да, это вообще бразильский сериал, ага. Иногда, может быть, французский сериал иногда. Но скажу, что у меня, я вкратце завуалирую, как артист все-таки рассказываю. Большинство детей моих, они взрослые люди уже, семейные, собственные дети. У них свое жилье, своя работа. В свое время я о них позаботился, об их учебе и так далее, да, об их поиске работы и так далее. В дальнейшем они сами себя обеспечат и так далее. Сейчас на моем попечении моя самая младшая лапочка-дочка, вот, ей 15 лет, она закончила 8 класс. Это вообще мой друг, да. Она меня тоже очень, она папина дочка, нежели мамина. Мама, конечно, тоже. Но меня вообще боготворит. Я у нее идеал, лучший друг. А чем старше становится, лучший спонсор, по-моему, еще. Я уже знаю, когда она звонит, она сначала поздоровается, спросит, как дела, и не можешь ли ты мне на карту закинуть столько-то. Девчонки, им же хочется. Вот. Но, скажем так, у меня был не один брак, да. Но со всеми у меня, в общем-то, сейчас ровные отношения. Потому что
я вообще не понимаю тех людей, которые о своих бывших, да, плохо отзываются. Вот они такие идеальные, да, а все плохие. Да. Вот он такой один, да. Я себя и таким идеальным не считаю. Все-таки с ними были прожиты тоже лучшие годы, хорошие годы. Мы же были влюблены. Мы считали, что эта женщина или эта девушка самая красивая, самая добрая на свете, да. И ты же не врал себе, так чувствовал же. Вот, поэтому я их все равно очень уважаю. Мы общаемся, и в телефонной книжке они у меня есть. Иногда бывает просят помощи. Почему нет? Иногда я по каким-то вопросам могу к ним обратиться. Вот так. Ну, думаю, это нормально. А кто-нибудь из них в сфере работал твоей? Да, пробовал я старшего сына подтянуть. Это был самый неудачный проект. Потому что этому сыну почему-то казалось, что он не работает, а помогает мне. Он получал зарплату, и он думал, что помогает мне, и он думал, что он делает мне услугу. Он мне помог, да, на лардах. Вот я не мог его там... Он мою ругань в свой адрес всерьез не воспринимал. И оказывается, родственники, ну, моя политика, не должны работать в одной фирме, потому что появляются приоритеты, а другие работники начнут обращать внимание, что ты им больше уделяешь внимания. Да, я согласен. Должно быть равноправие. Вот. Такие, конечно, бывают моменты, когда все-таки говоришь, пусть твоя жена поможет нам в работе, или пусть твой муж нам подсобит, такое бывает, но не на постоянной основе. И какие планы на будущее? Ой, вот глаза закрою, да. Прямо я лежу на долларах. Какие планы на будущее? Все-таки развить собственную техническую базу, чтобы с нами считались уже серьезные заказчики, да? Чтобы трудовые наши взаимоотношения с работниками, они были бы на более прочной основе. То есть они были... Чтобы они спланировали свою работу в нашей компании на многие годы. И я хочу быть в возрасте, знаешь, вот как в фильмах. Лежать где-нибудь там на Сейшелах. Как-то вот так хочу. Да. И самое главное, я хочу, чтобы моя дочь была успешной. Чтобы у нее была своя какая-то фирма или салон какой-то красоты или что-нибудь такое. Ну и самое главное, может, это возрастное такое пожелание. Я хочу, чтобы все-таки вот закончились вот эти междоусобицы между государствами. Да, это очень опасно говорить в эфире, но я хочу, чтобы в скором будущем наступил мир. Мир во всем мире. Да, мир во всем мире. Это самое главное. Тогда будет успешно. Остальное мы сами сделаем. Вот такие вот пожелания. Круто. Желаю тебе удачи во всех твоих мечтах. И напоследок обратишься к зрителям, почему они должны заказывать Дмитрия Едрихинского и ток-шоу-мастер. Шоу-мастер. Так, скажу. Наш плюс, то, что мы сделаем это в объеме. То есть возьмемся за всю организацию вашего праздника. И если вы не можете понять, как это организовать, мы вам придумаем. И за ваши деньги. Вот за доступные деньги, да. И если нужен все-таки интеллектуальный ведущий, то это ко мне, чтобы толково преподнести тему праздника, пожалуйста. А если вам нужен огонь, там, я не знаю, драйв и так далее, куча других хороших ведущих. Я желаю нашим заказчикам, прежде всего, чтобы у них дома было хорошо, а мы будем этому способствовать. У меня все. Получилось круто, Дима, вообще отлично. Да? Спасибо, что пришел. Спасибо. Все. Ребятам тоже.